Şar. Antikалық şar. Біздің замандың екінші қылымына да. Біздің замандың екінші қылымындағы шар. Аэрополис шары. Ушул Аэрополис шарындагы көрүңөрбү? Курулуштун калдыктары. Антикалык шаардагы искусство. Мындай таштан ушунда 200-100 жылы. 200 жылы. То есть это место на самом деле было место паломничества. Святой Филипптин учурунда Византия. Святого Филиппа на том месте распяли. А когда уже христиане стали жить спокойно, там строили церковь в честь Святого Филиппа. Полуразрушенная. Сейчас зайдем в театр. Про театр я расскажу. Наки, амфитеатр. Пересаживайтесь. Так, сюда, возьми. Вот сюда. Поговорим немножко, давайте. Потом сделать... Гладиаторлардың ойындары жүргізілген амфитеатр. Я не буду долго рассказывать. Не переживайте. А полностью был достроен в 206 году. То есть очень долго строили. Есть театр, есть амфитеатр. Театр полукруглый, амфитеатр круглый. Вот это тоже полукруглый. В Турции нет амфитеатра, у нас есть только театр. Строить театр дешевле, чем амфитеатр. Какие же элементы театра? Вот зрительский ряды называется каверна. Средняя высотная полоса, которая делит театр на две части, называется диазомой. Внизу есть такая красивая сиденье, видите? Ложа, императорская ложа. Полукруглая площадь называется сено или арена. Чуть выше от арены есть платформ, видим? Ну, ясно, что видно, реставрирован. Проскена. Я думаю, не так важно, как раньше называли. Важно, что люди в то время не заходили в театр, как мы с вами зашли. Зашли сверху. А раньше как заходили? Снизу. То есть внизу, слева и с правой стороны есть проход. Билетик купили, или с той стороны, или с этой стороны. Зашли, поднялись по внутренней лестнице, выходили. Оттуда, видите, есть проход закрыт решетками. Оттуда вышли. Или с этой стороны такой же проход. Или оттуда. Занимали место. Мы разговаривали с этим археологом, который работает здесь. Он говорит, 90% камня театра сохранится нашего дня. И говорит, мы будем реставрировать до следующей осени. Вы будете зайти в театр, как раньше зрители заходили. Но он обещал 3 года назад. Идем. Но это очень тонкое дело. Очень много античных городов. Таких очень много античных театров уже. Поэтому сложно, трудно. Работа идет медленно. На самом деле в этом году государство выделяло 10 миллиардов лир на раскопки и на реставрацию. Это получается... Есть легенда такая. Дионис родился, узелся и земную жизнь не смела. Она когда была беременна, Зевс ее убил ударом молнии. Она умерла от рождения ребенка. Ребенок не родился. Зевс ребенку взял, поместил к себе в Петро. Петро поместил. Когда Дионис родился, Зевс его не взял в себе гора Олимпус, а его отдал в лес на воспитанию сатиром. Сатир был человеком полуказным. Когда Дионис исполнилось 17 лет, он вышел из леса и завоевал любовь народа. Как? Научил выращивать виноград, научил делать вино.